В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши Кушара. Здравствуйте. Новый глава правительства Абхазии Геннадий Гагулия, назначенный на эту должность 24 апреля указом президента Рауля Хаджимба, дал эксклюзивное интервью абхазскому телевидению, в котором рассказал о планах на первой неделе своего премьерства, о том, сколько времени уйдет на формирование нового состава Кабинета министров и будут ли в его команде новые лица. Премьер-министр Геннадий Гагулия рассказал о своем отношении к реформированию системы госслужбы, предусматривающей конкурсный отбор на государственные должности, а также поделился мыслями об экономическом развитии Абхазии. Геннадий Леонидович, вы вступили в должность в непростое время, когда в оперативном порядке нужно будет решать острые социально-экономические вопросы. Что вы берете в приоритет, с чего вы начнете свою работу? Ну, во-первых, позвольте с вами не согласиться, что такое непростое время. И для Абхазии всегда было непростое время. И на сегодняшний день это нормальная работа, которая возникла из разных политических ситуаций, не только связанная с нашей республикой. И есть определенное давление на Россию. То есть мы связаны со всем миром, и поэтому многие происходящие события влияют и на нас. И, конечно, очень плохо влияют на внутреннюю социально-экономическую составляющую. И я призван не исправлять, я призван работать. Полностью интервью премьер-министра Геннадия Гагулия смотрите в субботу вечером в передаче Елены Лолуа «События недели». В Сухуми на набережной Махаджиров у памятника неизвестному солдату прошла очередная тренировка пеших колонн, посвященная Параду Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В репетиции торжественного прохода приняли участие подразделения Министерства обороны Республики, 7-й российской военной базы и погрануправления ФСБ России в Абхазии. Репетиции будут проходить в течение нескольких дней. В эти дни в Абхазии проходит Европейская неделя иммунизации с целью рассказать людям о пользе вакцинации и о смертельно опасных заболеваниях. В поликлиниках идет вакцинация взрослых и детей. Также в рамках недели иммунизации в Сухуми прошел конкурс детских рисунков на асфальте. С подробностями на Алаковой. Европейская неделя иммунизации проводится во второй половине апреля по инициативе Всемирной организации здравоохранения. За последние 25 лет в Абхазии только один раз проводилась вакцинация от кори. С каждым днем отметка посещаемости прививочного кабинета растет, а это значит, что родители осознают необходимость прививания. Ведь организм маленького ребенка не в состоянии самостоятельно противостоять серьезным вирусным заболеваниям. В день съемок в детской поликлинике столицы к 12 часам прививки были сделаны уже 64 деткам. У нас в ГДС идет, гексаксим называется, там входит 6 в одну, а коклюш, дифтерия, столбняк, гепатит и хип. ДС это уже по возрасту, ДС 6 лет, дифтерия, столбняк без хиба, без гепатита, там отдельно. И полиомиелит, если по программе у них есть, по календарю, мы еще дополнительно сверху капаем. Коклюш – это и кор краснуха, и свинка, против пневмонии, пневмококковая, ротавирусно-кишечная у нас есть. По данным Министерства здравоохранения, в Абхазии в стране увеличилась заболеваемость корью. Поэтому Минздрав начал кампанию дополнительной вакцинации против кори. Кроме того, в этом году Абхазия впервые присоединилась к Европейской неделе иммунизации. Вакцины, которым прививали раньше, рассчитаны на 15 лет. Сейчас же используется другая вакцина – бельгийская, которая действует в течение 25 лет. Новая вакцина не дает побочных эффектов, не аллергенная и защищает от 3 заболеваний – кори, краснухи и паротита. В мире возросло число заболевших корью и взрослых, и детей, потому как это заболевание серьезное и влечет за собой много серьезных последствий. Министерство здравоохранения Абхазии определило там категории граждан, которые подлежат иммунизации против кори. И, конечно, там отдельным пунктом идет иммунизация дошкольных и школьных учебных заведений,
чтобы не допустить вспышки эпидемии этой грозной инфекции у нас в стране. В рамках Европейской недели иммунизации на площади у Абхазского драматического театра Министерством здравоохранения Абхазии при поддержке ЮНИСЕФ была организована акция для детей. Ребята участвовали в познавательных конкурсах, спортивных состязаниях и пробовали свои силы в рисовании. Внимание! Зад! Каждый человек несет социальную ответственность за то, что не прививается сам и не прививает своих детей. Поэтому необходимо помнить о том, что иммунопрофилактика – один из самых эффективных способов защитить себя и окружающих от вирусных заболеваний. Нала Кови, Леона Адлиба, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. Управление образования администрации города Сухум совместно с Национальным онкологическим диспансером провели первый семинар для учителей столичных школ, на котором рассказали об актуальных вопросах онкологии и важности ранней диагностики. Репортаж Ирены Джопо. Профилактика заболеваний – одно из основных направлений стратегического развития системы здравоохранения республики на текущий год, которые были обозначены на итоговой коллегии Минздрава Абхазии. И, безусловно, онкологические заболевания представляют на сегодняшний день особую актуальность, поскольку входят в тройку основных заболеваний, которые являются причиной инвалидности и смертности среди работоспособного населения страны. Когда мы говорим о борьбе с тем или иным заболеванием, мы в первую очередь должны говорить о том, что комплекс профилактических мероприятий, который включает в себя санитарно-просветительскую работу, диагностический скрининг, имеют принципиально важное значение. Выездная лекция врачей онкологического центра для учителей столичных школ проводится впервые, но организаторы планируют сделать такие встречи традиционными. Инициативу поддержал глава администрации Сухума Адгур Харази, ведь зачастую за работой и делами человек откладывает визит к врачу, а как подчеркивают все онкологи, именно ранняя диагностика является основой успеха в борьбе с раком. Главной задачей лекции – объяснить педагогам важность посещения врача-онколога, помочь преодолеть страх визита к врачу, развеять мифы и рассказать о возможностях центра. Такие встречи сближают, способствуют доступности и открытости в общении с врачами. Потому что в обществе мы ощущаем какую-то отчужденность друг к другу. Поэтому сегодня учителя, это, я считаю, они как бы находятся в авангарде, да, нашей страны. И я скажу, в самом, наверное, таком как бы нелегком положении, учитывая нашу экономическую составляющую. Еще в 2004 году в Абхазии была введена целевая государственная программа по химиотерапии, которая позволила проводить бесплатное лечение пациентов. Ежегодно количество больных, проходящих лечение по программе химиотерапии на базе онкологического центра, увеличивается. Всего в рамках программы было проведено 1600 курсов химиотерапии. О возможностях лечебного учреждения, диагностическом блоке, новом оборудовании, методах лечения подробно рассказал учителям заместитель главного врача онкологического центра Батал Каци. Он отметил, что не стоит опасаться обращаться в центр из-за финансовых затруднений. Необходимую помощь в центре получит любой нуждающийся. У всех социальный уровень разный. Поэтому мы всегда это учитываем. И никогда не было такого, что в нашем лечебном учреждении кто-то не получил помощь из-за того, что у него какие-то финансовые затруднения. Этот вопрос у нас никогда не стоял. Ни в рамках операции, ни в рамках приема. Со своей стороны учителя поблагодарили врачей за семинар. Педагог вспомогательной школы Ирина Квасия говорит, что будет с удовольствием и в дальнейшем посещать подобные семинары и принимать во внимание слова врачей. Я считаю, что такие семинары надо делать очень часто, потому что мы, женщины, очень редко обращаемся. У нас много дел, и много бытовых таких всевозможных дел. Надо это делать почаще и грамотно, хорошо. Вот как сегодня нам объяснил главврач. В завершении семинара врачи онкоцентра предложили провести дни открытых дверей по ранней диагностике для работников системы образования столицы. Ирена Джопо, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. На полях 4-го Ялтинского международного экономического форума министр экономики Абхазии Адгур Арзанба дал интервью РБК, в котором рассказал о перспективах экономического развития нашей страны и о взаимовыгодных связях с Российской Федерацией. Интервью смотрите сегодня в нашей программе сразу после новостей. Сейчас небольшой отрывок из него. Ялтинский экономический форум – это та площадка, которая служит для диалога, для построения
взаимовыгодных отношений. Здесь, на Ялтинском форуме, мы уже принимаем участие в 3-й раз. И с каждым годом вопросы взаимодействия между Абхазией и Республикой Крым, они расширяются, перечень вопросов, перечень направлений, она расширяется. В частности, речь идет о поставках товаров из Республики Абхазия на крымскую землю и, соответственно, товаров, произведенных в Республике Крым на территорию Абхазии. В Абхазской государственной филармонии с большим успехом прошел концерт оркестра народных инструментов имени Отара Хонцария. После концерта с художественным руководителем оркестра Денисом Аруха и директором Сухумского училища культуры Сирой Авицба встретилась министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия. Государственный оркестр народных инструментов имени Отара Хонцария был создан в 2016 году с целью сохранения народных инструментов. И мало кто верил, что у коллектива такой большой потенциал. Конечно же, в успехе оркестра главная заслуга принадлежит его молодому руководителю, автору всех аранжировок Денису Аруха. Ему удалось не только воспроизвести народную, авторскую и классическую музыку на традиционных абхазских музыкальных инструментах, но и придать им неповторимую окраску и звучание. Несмолкаемые овации зрителей – самая дорогая награда для любого артиста. В оркестре всего 10 музыкантов, но в концерте участвовало более 25 артистов. В основном это выпускники и студенты Сухумского училища культуры. Все инструменты народные, и хочется подчеркнуть, что сделаны они отцом Дениса, Василием Аруха. Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия, принимая руководителя оркестра Дениса Аруха и директора Сухумского училища культуры Сиру Авицба, поздравила их с большим успехом и отметила, что Министерство культуры Абхазии планирует включить коллектив в государственные гастроли, так как музыка, которую исполняет оркестр, будет несомненно интересна во всех странах мира. Мы видели замечательный концерт, который дает старт уже государственному оркестру, да, и очень хорошие большие перспективы для дальнейшего развития. Потому что именно такая вот народная, аутентичная, самобытная культура – это сегодня предмет интереса во всех странах. И, на мой взгляд, оркестру надо развиваться именно в том направлении, в котором он выбрал. То есть и сохранять музыкальное наследие, и сделать это интересным нашему современному слушателю. И мне хочется сказать, что в 2018 году мы очень постараемся оркестр включить в государственные гастроли за пределами Абхазии, а в этом году внутри Абхазии. Некогда считавшиеся устаревшими абхазские народные музыкальные инструменты, такие как ачурпын, абхерца, абык, амырзакан и другие, звучат на сцене филармонии совершенно по-новому. С их помощью с каждой мелодией раскрывается богатый музыкальный и духовный мир абхазов. Те, кто не смог насладиться искусством молодых музыкантов, смогут посмотреть телеверсию концерта оркестра народных инструментов имени Отара Хонцария в эфире абхазского телевидения в субботу. В Доме Москвы прошел круглый стол на тему «Потенциал русской классической литературы и театрального искусства в решении актуальных проблем социального развития Республики Абхазия и социокультурного взаимодействия». Цель проекта – содействие сохранению и развитию русской литературы на постсоветском пространстве и укрепление лучших традиций взаимодействия русской и абхазской культуры на основе общей исторической памяти и традиций социально-культурного взаимодействия. Руководители проекта заинтересованы содействовать вовлечению молодежи Абхазии в единое культурное пространство с Россией. Все проводимые мероприятия приурочены к 150-летию со дня рождения Максима Горького. В плане познания души абхазской, души кавказской, познания нашей истории, конечно, русская литература сыграла колоссальную роль. Вот если еще ближе сюда обратиться к 20 веку, бросок на юг Константина Паустовского и другие какие-то вещи, посвященные Абхазии. Он, кстати, несколько месяцев сидел здесь, в Сухуми, писал свои вещи. Знаете, читая Паустовского, например, об Абхазии,
Просто диву даешься, насколько он тонко проникся мировоззрением народа. Он описал и внешний, и внутренний мир. Чехов, буквально несколько писем мы знаем Чехова в Абхазии, но там все сказано. 28-30 апреля в Сербском национальном театре города Нови Сад состоится премьера балета «Пиноккио» известного абхазского композитора и дирижера Нудара Чанба. В связи с этим в Сербии находится делегация Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии во главе с заместителем министра Баталом Кобахи. Балет «Пиноккио», в котором задействовано до 300 человек, ставится впервые в Сербии. В постановке также участвуют и 4 абхазских танцора из Государственного академического ансамбля песни и танца Абхазии. Нудар Чанба впервые поставил свой балет о занимательной истории деревянного человечка в Национальном театре Сеула, Южная Корея. В рамках подготовки к курортному сезону в Сухуме прошел очередной общегородской субботник. В уборке улиц столицы приняли участие представители различных учреждений, организаций и ведомств. Большая часть территории Сухумской горы очищена от накопившегося мусора сотрудниками столичной администрации. В общей сложности только отсюда было вывезено около 5 машин мусора. Работы по уборке территории шли и в районе Турбазы. Сотрудники первого домоуправления города очистили территорию близ моря, вывезли бутылки и весь бытовой мусор. Вообще хочу сказать, что и в ту пятницу, когда мы первый раз проводили субботник, хочу выразить благодарность, потому что было активное участие горожан, организаций. Сегодня тоже, как видите, по городу, если проехаться, можно наблюдать, как и организации активно участвуют, и жители выходят, расчищают свои территории. Все наши управления, администрации города вышли сегодня, так же, как и в первый раз мы все вместе расчищаем вот эту территорию. И о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако со второй половины дня субботы и в ночь на воскресенье местами возможен слабый кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха ночью плюс 8-13, днем плюс 18-23 градуса. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.